Во все времена в призывном деле больным вопросом было уклонение от военной службы. По данным статистики Главного военного комиссариата республики, из года в год число уклонистов снижается. Вероятно, из-за того, что отлынивание как от военной, так и от альтернативной службы является уголовным преступлением и преследуется по закону. А потому ребята стремятся попасть в ряды вооруженных сил России как можно быстрее. На призывной комиссии они проходят сначала медицинское обследование, то есть проходят врачей, специалистов, терапевтов, дерматолога, основные. После этого проводят непосредственно со мной беседу, и после этого они уже отправляются на призывную комиссию для заключения и вынесения решения. Для призывника самое главное – это хорошее здоровье, отсутствие судимости и, что немаловажно, наличие спортивных достижений. Все это поможет новобранцу попасть в элитные войска. У парней отношение к службе за последние годы поменялось, вероятно, сказалась проводимая реформа. Да и негласный закон, что армия из мальчишки делает мужика, никто не отменял. Осенью прошлого года по состоянию здоровья проходил призывную комиссию. Меня отправили в Уфу и поставили, отклонили. И вот сейчас я прохожу призывную комиссию уже в апреле, призываюсь в конце обучения, считаю, что нужно отслужить в армии, защищать нашу Родину, и рекомендую никому не скрываться, а прийти и отслужить, так проще. Я не годен к армии, так как из-за сахара, так бы пошел бы, служить бы. Хотел попасть в ВДВ. Остальным посоветовал бы? Кто хочет, тот пойдет. Кто не захочет, будет бегать. Лучше отслужить, чтобы потом проблем не было насчет работы устраиваться. Вот в этом году заканчиваю учебу, в связи с этим призывную комиссию прохожу. Но я считаю, в армию сходить все-таки надо, но все-таки это долг мужчины. Кто хочет, пускай идет, кто не хочет, не идет. Ты бы где хотел служить или не служить? Не знаю даже. Если идти, то в какую-нибудь хорошую часть, чтобы там чему-нибудь научили, а не просто целый год там проваляться на кровати или что-нибудь делать. Чтобы чему-нибудь научиться и здоровым мужиком настоящим выйти. Первая отправка призывников со сборного пункта к местам службы намечена на 20 числа апреля, а массовые отправления начнутся после 10 мая. Всего за время военной призывной кампании, которая продлится до 15 июля, на службу планируется отправить 130 новобранцев из Сибая и Хайбулинского района. Артур Умедбаев, Елена Афанасьева, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.